Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Новый храм князя Владимира откроют в Северной Осетии уже в следующем году. Церковь появится в здании бывшего военного госпиталя на улице Церетели. Сегодня делегация Владикавказской епархии лично проинспектировала ремонтные работы. Во Владикавказе прошла новогодняя донорская акция. В канун самого светлого праздника горожане сделали, пожалуй, самый ценный подарок незнакомому человеку – надежду на выздоровление. Подробности в репортаже Залины Губуровой. 5 лет активной исследовательской работы. Совет молодых ученых при главе Северной Осетии отмечает первый юбилей. За 5 лет многое сделано. Дальше больше. В планах организации выход на международный уровень. Эти и другие темы далее подробно. Профилактика правонарушений стала главной темой обсуждения на заседании профильной правительственной комиссии. Акцент сделали на работе с молодежью. По мнению членов комиссии, одна из главных задач – вовлечение детей и молодежи в занятия физкультурой и спортом. Работа успешно ведется. В республике 33 детско-юношеские спортивные школы, 7 из которых Олимпийского резерва и Центр спортивной подготовки. В них занимается свыше 20 тысяч молодых людей. Профилактическая работа ведется и в отношении больных наркоманией и алкоголизмом. В Северной Осетии функционирует первый в Южном федеральном округе наркологический реабилитационный центр. За последние 7 лет через его отделение прошло свыше 5000 человек. Отдельно говорили о межнациональных и межконфессиональных отношениях в республике. Члены комиссии подчеркнули, необходимо сосредоточиться на недопущении вовлечения молодежи в радикально настроенные группировки. К счастью, на сегодняшний день мы должны констатировать тот факт, что нам удалось сохранить паритет и в межконфессиональных отношениях, и в межнациональных отношениях, и не допустили ни одного серьезного экстремистского проявления. Это говорит о том, что и все правоохранительные органы, и общественность, и комиссия работают в тесном взаимодействии. И учитывая то, что произошло на Северном Кавказе, учитывая опыт работы в соседних республиках, мы приняли программу, мы работаем по этой программе. Программа реализовывается на основе плана, который на сегодняшний день включает в себя решение очень многих проблем. Новый храм князя Владимира откроется во Владикавказе уже в следующем году. Об этом сегодня сообщил архиепископ Владикавказский Иоланский Зосима. Церковь появится на месте одного из корпусов бывшего военного госпиталя на улице Церетели. До революции здесь располагалась архиерейская резиденция. В прошлом году Минобороны вернула заброшенное здание Владикавказской епархии. Сейчас здесь полным ходом идет реконструкция. Сегодня здание осмотрели члены наблюдательного совета. На стройке трудится около 50 человек. Практически завершены работы по ремонту оконных и дверных проемов. Уже начали укреплять стены, менять потолок. Больше всего работы в подвале. Его планируют использовать как дополнительный этаж. Здесь расположится крестильная. В течение 2 месяцев рабочие вывозили грунт. Сейчас необходимо укрепить проемы и полы. Затем строители приступят к реконструкции основного корпуса. Неизменными в дореволюционном здании останутся печные и каминные проемы. В целях пожарной безопасности все деревянные балки заменят на металлические. У нас уже реально за полгода, вот мы сейчас осмотрели наш наблюдательный совет, мы видим, сколько много уже сделано. И поэтому, конечно, мы верим и надеемся, что такое великолепное здание будет подарено городу, церкви нашей. И работы ведутся очень хорошо, очень качественно. И мы надеемся с Божьей помощью, что будет все завершено благополучно. Первый юбилей. Совет молодых ученых при главе Северной Осетии отмечает 5-летие. В Горском аграрном университете члены организации отчитались о проделанной работе. С 2009 года Совет координирует и направляет молодых ученых, защищает их права и интересы. Сейчас в состав организации входит 14 человек. Они отмечают их главное достижение – рост количества людей, занимающихся наукой. За 5 лет была проделана определенная работа, согласно нашим планам, согласно нашим идеям молодых ученых. Были организованы конференции, были организованы выставки, были организованы участие наших ребят республики во всероссийских федеральных мероприятиях в области науки и образования. Соединить деятельность и направить деятельность молодого человека, занимающегося наукой, организовать эту деятельность. Вот главная задача Совета, с чем он пытается справиться, по крайней мере, надеюсь, что справляется.
Цель госструктур – развивать научную деятельность до производственного уровня. Однако это желание редко выливается в крупные инвестиции. За последние 5 лет премии главы республики получили 28 человек. Сумма гранта – 50 тысяч рублей для школьников и 100 для молодых ученых и специалистов. Деньги хоть и не маленькие, но их вряд ли хватит на полноценную реализацию проекта. Из-за отсутствия поддержки многие идеи так и остаются идеями, не находя реальных заказчиков. По словам директора Владикавказского центра непрерывного математического образования Веры Абатуровой, наиболее успешна в этой области работа Центра информационных технологий. Центр информационных технологий, который создан опять-таки у нас в республике под руководством Димы Лисиха, это организация, которая как раз и пытается найти в республике что-то интересное, что можно было бы представить как инновационный продукт. И вот такие продукты фактически они сами делают, как умный город, еще там ряд каких-то определенных продуктов в области. Осетия ТВ, например, это тоже некие инновационные продукты в области информационных технологий. Совет молодых ученых уже сейчас разрабатывает ряд интересных проектов, планирует наладить отношения с соседними республиками, а затем выходить и на международный уровень. Яна Гагиева, Тинатин Музашвили, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Издавна слово «кровь» символизировало жизнь и здоровье. Разве можно отдать кому-то самое дорогое, что у тебя есть? Оказывается, такие благородные и мужественные люди живут в нашем городе. Их называют донорами, дарующими жизнь. Руслан Кайтуков сдавал кровь более 40 раз. У него редкая группа, и он часто приходит на помощь нуждающимся. Сегодня Руслан сдает плазму. Эта процедура длится около 40 минут. Я сдаю с 1987 года кровь уже. И вначале и на плазму сдавал очень много. Потом, естественно, на кровь перешел, сейчас опять на плазму. Я желаю нашим людям, которые, может быть, нуждаются в этой донорской крови или помощи, чтобы они в ней больше никогда не нуждались, чтобы здоровье было. Самое главное – счастье в жизни. А все остальное приложится с Божьей помощью. В преддверии Нового года не поленился прийти на станцию переливания и Кахабер Догузов. Скоро он получит звание «почетный донор». Для этого нужно сдать кровь 40 раз или плазму 60. Сегодня на службу крови пришел, если мне стало 6, то 34-й раз пришел сегодня на станцию переливания крови. У меня стало 6 кроводач, точнее плазмоферезов до почетного донора. Пришел с сестрой, первый раз сдают, как боится, вот, думаю, пойду с ней, чтобы в обморок не упала, там, поддержать его морально. Желаю в новом году всем счастья, море денег, здоровья. Доноров рады видеть Дед Мороз и Снегурочка. Они дарят подарки – футболки, значки, наклейки на автомобиле. После поздравлений и фотографий на память участники новогодней донорской акции оставляют пожелания для будущих доноров и работников службы крови. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Известные произведения Штрауса, Кальмана, Дунаевского, Оффенбаха в исполнении хорошо знакомых артистов. Владикавказский зритель окунулся в яркий мир оперетты. В преддверии Нового года во Владикавказе состоялась премьера проекта «Да здравствует оперетта». С бокалом встретил собравшихся Вадим Дудаев, исполнив тост Орловского из оперы «Летучая мышь». Оперетта всегда красочная, эпатажная и увлекательная. Этот жанр привлекает своей простотой и легкостью. Перед зрителем появляется Джудитта, героиня одноименной оперетты Франца Легара. Мгновение, и певица предстает в образе испанки, чувственной и роковой женщины. Это действительно жанр, который очень близок очень многим людям, потому что в нем, как правило, присутствует мелодия, очень такая запоминающаяся, ложащаяся на слух и легко повторимая. Конечно, ну вот я, например, исполняю 3 номера в этой программе. И для меня, я не могу сказать, что есть какой-то любимый, потому что они у меня все разные. Знаменитые партии из оперет исполнили заслуженные артисты и лауреаты международных конкурсов. Каждый номер по-своему индивидуален и неповторим. Атмосферу светлой беззаботности поддерживал оркестр. Проект пришелся зрителям по душе. Следующий вечер оперетты артисты подарят зрителям к Международному женскому дню.
Залина Губурова, Тинатин Музашвили, Алан Гасанов, Осетия ТВ.